Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В ответ на многотысячный митинг в Атырау против продажи земель иностранцам президент Казахстана Назарбаев заявил, что изменения в земельном кодексе были неправильно поняты, а провокаторов нужно наказать. Провокаторы должны быть разоблачены и понести наказание согласно закону страны. 30 лет со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Ликвидаторы последствий аварии все еще ждут компенсаций и медицинских льгот. Нас первый раз послали на месяц. Этот месяц я работала с микроскопом, который из Припяти непроверенный привезли. Ташкент 50 лет после землетрясения. Во время стихии без крова остались более 300 тысяч человек. Многие из них до сих пор живут в бараках. Говорили на 5 лет вроде бы строить. То на 5, то на 10, на 20, вот уже вот сколько. Грязный путь к победе в Приморье прошел этап всемирно известных гонок по бездорожью. В фаворитах российские экипажи. Сужается немножко это мировоззрение, восприятие. Ты смотришь только вперед. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал поправки в земельный кодекс, которые были восприняты в республике как продажа земли иностранцам. Напомним, что казахстанские земли будут выставлены на аукцион, в котором могут принять участие иностранные граждане. Президент заявил, что изменения в земельном законодательстве были неправильно поняты, а провокаторов нужно наказать. В последнее время выросло внимание к земельному вопросу из-за настойчивых вбросов дезинформации, предстоящей якобы продажи казахстанских земель иностранцам. Уже неоднократно объяснялось, даже из моих уст, что это не отвечает действительности. Я хочу еще раз сказать, вопрос о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам и компаниям не стоит и не обсуждается. Спекуляции на эту тему беспочвенны. Провокаторы должны быть разоблачены и понести наказание согласно закону страны. Напомним, что в минувшее воскресенье в западно-казахстанском городе Атырау прошел несанкционированный митинг. По разным данным, там собралось от 700 до 4000 человек, которые требовали отменить изменения в земельном законодательстве. Назарбаев пока ничего не сказал по поводу этого массового выступления, заявив только, что против продажи земель и сдачи сельхозугодий в аренду выступают люди, которые не разбираются в земельном вопросе. Насколько выгодна передача земли в частную собственность и почему казахстанцы выступают против? Об этом моя коллега Шахида Якуб побеседовала с экономическим обозревателем Денисом Кривошеевым и гражданским активистом, одним из организаторов митинга в Атырау, Талгатом Аяном. У меня первый вопрос к Денису. Денис, дело в том, что вот эти новые изменения в земельный кодекс, они были расценены соцгруппами, соцсетями, как продаем землю иностранцам. И то же самое, как я поняла, думали те люди, которые вышли в Атырау на митинг протеста. И в то же время президент Назарбаев говорит, что все неправильно поняли, что закон здесь хороший. Объясните нам, пожалуйста, что не поняли, что конкретно недопоняли все эти люди, которые возмущены этими поправками. Смотрите, никто там о продаже, естественно, иностранцам не вел речь, хотя я, например, за это, и считаю, в этом ничего плохого нет. Разговор шел о том, что люди, казахстанские граждане, которые имели земли в аренде, они могли бы их приобрести в собственности, начали бы вести дело, исходя из того, что это их частная земля, и они могут инвестировать достаточно в долгий период. Деньги, вот такую огромную площадь купить у среднестатистического казаха есть или нет? Или у тех же аграриев, которые уже работают на дальних площадях? Все у них есть. И деньги есть. Если нет, то можно приобретать там с помощью кредитов. Закон оговаривает, я думаю, что там будут возможности рассрочки. Обычно же закон принимается, потом принимается дополнение. Но смысл в том, что по идее захотели закрепить право на частную собственность, а получилось как всегда. Талгат, вы были одним из организаторов этого митинга, многотысячного митинга в Атырау. Людей, которые против этого закона. Скажите, а чем конкретно вы недовольны? Мы на митинге заявили, что мы против частной собственности для казахстанцев, против передачи в аренду иностранцам на 25 лет. То есть мы прекрасно поняли, в принципе, я сам юрист, мы закон изучили до этого, и предмет мы понимаем. Мы считаем, что передача иностранцам на такой долгосрочный период является риском. Мы считаем, что это главный образ, это угроза нам, казахстанцам, казахам,
Земля для нас святое. А что ж плохого могут сделать те же самые китайцы, если они привезут инвестиции и будут улучшать сельское хозяйство? У нас такой принцип. Государство не смогло развить, так сказать, экономику с помощью нефти и другими природными богатствами. Она не сможет помочь. А земля ни в коем случае не сможет помочь. Пусть если эта земля лежала 500 лет, пусть также будет лежать. Придут наши дети и сделают с этой землей то, что необходимо. Но ни в коем случае не допускать иностранцев. Есть ли в законе какие-то оговорки о том, что казахский гражданин покупает землю, то доля иностранного капитала там строго ограничена? Большинство людей не понимает, что есть понятие как горизонт инвестиций, а сельскохозяйственные инвестиции – это очень долгоиграющий процесс, и горизонт у них явно выше 10 лет. Поэтому если мы говорим о том, что аренда земель на 10 лет – это истощение, то аренда земель на 25 лет – это уже возможность хоть каким-то образом понимать, что ты инвестируешь, куда ты инвестируешь. В Казахстане нет прозрачности. Казахстан одна из коррумпированных стран мира, одной из самых коррумпированных стран мира. Естественно, у людей априори нет надежды на то, что власти сделают все как надо. Ведь если бы люди доверяли власти, они бы не вышли на митинг протеста. Они бы посмотрели закон, поняли бы и решили, что все нормально, все будет выполнено. Посмотрите вокруг, иностранцы уже вышли из Казахстана и выходить продолжают. Казахстан перестает быть интересной зоной как раз таки потому, что горизонт инвестиций сокращается. И неважно, сельхоз это направление, нефтяное направление или какое-то еще. Нужно, верно, иностранный капитал это ведь не только деньги, это знания, это навыки, это умения, которые они приносят за собой. Талгат, теперь к вам вопрос, к вам как гражданскому активисту. Я понимаю, что земля для казахов очень дорога, однако Денис ведь прав, иностранцы могут принести ноу-хау, и это, может быть, поможет поднять сельское хозяйство Казахстана. Вы так не считаете? Не все же они такие плохие. Да, в принципе, я с этим согласен, но не в данный момент, не с таким правительством. Поэтому рисковать землей, что вдруг это получится, а вдруг это может не получится, тогда будет поздно, мы просто ничего не сможем изменить. То есть, если бы были бы выработаны механизмы наблюдения, контроля над тем, как используются земельные ресурсы, которые арендуются иностранцами, вы бы были довольны? Может быть, это уже подлежит обсуждению, да. В данный момент мы хотим, чтобы полностью это отменили. 26 апреля – День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС. 30 лет назад там произошел взрыв 4-го реактора электростанции. По оценке специалистов, эта авария стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Последствия катастрофы в течение нескольких лет ликвидировали 600 тысяч человек со всего бывшего СССР. Это были рядовые граждане, резервисты и военнослужащие. Из них тысячи умерли, десятки тысяч стали инвалидами. Из Таджикистана, как заявляет глава Союза чернобыльцев республики, в ликвидации последствий участвовали 6 тысяч человек, из которых более 500 уже умерли. Большинству из них было чуть больше 40 лет. А те, кто остался в живых, по-прежнему ощущают воздействие полученной тогда радиации. Героев-ликвидаторов вспоминали и в Казахстане. В Астане состоялась церемония возложения цветов к памятнику жертвам Чернобыльской аварии. Казахстан одним из первых пришел на помощь Украине и отправил туда более 31 тысячи казахстанцев. Многие из них не прожили и 5-10 лет после того, как побывали продолжительное время в зоне радиационного заражения. Те, кто остался в живых, либо забыты государством, либо получают мизерную компенсацию. Памятные мероприятия прошли также в Украине. Жители города Славутич, который находится в 50 километрах от Чернобыльской АЭС, возложили цветы и зажгли свечи у памятника погибшим ликвидаторам. Многие из них были свидетелями аварии. Это трагедия до конца жизни у меня будет. Я все равно ее не могу забыть. Да никто не забудет, который прошел с первого дня аварии. Памятные мероприятия состоялись ночью в Киеве. Здесь собрались родные и близкие жертв аварии. Вот эти вот плиты в честь нескольких моих друзей. Ну и я, собственно, приезжал сюда практически каждый год. Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС погиб 31 человек, но погибших и пострадавших, конечно, в разы больше. Сколько умерли позднее от связанных с облучением болезней, точно неизвестно. Всемирная организация здравоохранения говорит о 9 тысячах погибших.
Взрыв на реакторе 4-го энергоблока произошел во время проведения эксперимента по изучению свойств атомного генератора. Ответственными за аварию следствие признало руководство и сотрудников атомной станции. Они были осуждены на срок до 10 лет лишения свободы. Вот как развивались события в тот трагический день. В апреле 1986 года 4-й энергоблок готовили к ремонту, а перед этим персонал должен был испытать новое оборудование. Во время испытаний персонал совершил ошибку, мощность упала практически до нуля. Отключение грозило срывом испытаний, поэтому дежурные отключили всю автоматику и вывели 95% стержней из активной зоны реактора. Началась цепная реакция, что вызвало перегрев и рост давления в системе охлаждения. Реактор вышел из-под контроля, тысячетонную оболочку снесло взрывом, из шахты вырвались сотни килограммов водорода. В 1 час 24 минуты произошло 2 тепловых взрыва, которые привели к полному разрушению 4-го блока. Доброволец по неволе, как и многие другие. Лаборант из Одессы уехала в Припять в первые дни после аварии. Целый год проработала бок о бок с ликвидаторами. Ее воспоминания о Чернобыле записал мой коллега Всеволод Ананьев. Вот это стоит памятник. Огромный бык символизирует здоровье человека, который въезжает в зону, что он может быка держать за бока, он въезжает в зону здоровый. И такой же здоровый он должен выехать из Чернобыльской зоны. Марине Гольмовой, ликвидатору Чернобыльской катастрофы, здоровой из зоны отчуждения вернуться не удалось. Она стала инвалидом первой категории. Во время ликвидации работала в медслужбе опергруппы штаба МВД. В саму систему внутренних дел попала как раз в год трагедии. Признается, добровольцем ехать не хотела, но пришлось. В УВД было всего 4 врача-лаборанта. Одна была женой работника органов внутренних дел, другая была женой директора тюрьмы колонии 14-й. Ну, как нового работника, конечно, послали меня. Я отказывалась, я говорю, муж умер, я вдова одна с сыном, подростком. Я говорю, я не могу ехать. Собрали партийный комитет и все, или увольняйтесь, или поехали. Первое время в Чернобыле приходилось трудно. Марине Всеволодовне нужно было контролировать уровень радиации у других ликвидаторов, но и предоставленное ей оборудование было заражено. Нас первый раз послали на месяц. Этот месяц я работала с микроскопом, который из Припяти непроверенный привезли для работы мне. Эти дозиметристы тоже наши были дозиметры, которые почти ничего не показывали. Врача отправляли в зону отчуждения несколько раз. Она даже встретила там 87-й год. Ребята поймали рыбу в Припяти. Рыба там под радиацией очень хорошо размножалась и огромную такую. Они зажарили эту рыбу на Новый год и поймали в лесу дикого кабана. Там эти дикие кабаны ходили по Чернобыльскому лесу, и они поймали кабана, зарезали, пожарили шашлыки. И вот таким образом мы встретили Новый год. Далее в программе. Ташкент 50 лет после землетрясения. Во время стихии без крова остались более 300 тысяч человек. Многие из них до сих пор живут в бараках. Говорили, на 5 лет вроде бы. То на 5, то на 10, на 20, и вот уже вот сколько. Грязный путь к победе в Приморье прошел этап всемирно известных гонок по бездорожью. В фаворитах российские экипажи. Сужается немножко мировоззрение, восприятие. Ты смотришь только вперед. 50 лет назад Ташкент пережил сильнейшее в своей истории землетрясение. Тогда большая часть города была разрушена. Тысячи людей, оставшихся без крова, в срочном порядке расселили во временное жилье, обещая, что всего на пару лет. О тех, кто ждет своего жилища уже полвека, расскажет Дарья Соловьева. Это уникальные кадры. Мирная жизнь Ташкента накануне самого разрушительного в истории города землетрясения. 26 апреля в 5:23 утра в один миг проснулся весь город. Сильнейшие подземные толчки продолжались всего 12 секунд, но успели полностью разрушить центральную часть Ташкента. 8 человек погибли, несколько сотен получили ранения. 300 тысяч ташкентцев остались без крыши над головой.
За восстановление города взялись всей страной. Полностью отстроили центр Ташкента, вокруг выросли новые микрорайоны. По надписям на кирпичных пятиэтажках до сих пор можно определить, откуда именно приехали строители дома. Это Украина строила наши дома. Вот этот рядом магазин «Донецк», а напротив Казахстан строил вот эти 9Г. А это район Сергели. Деревянные черепушки здесь построили на скорую руку за пару месяцев. Это было временное жилье. Вручая ключи от квартир, без горячей воды и газа людям обещали. Это максимум на 5 лет. Больше не выдержат ни дома, ни люди. Говорили же на 5 лет вроде бы строить. То на 5, то на 10, на 20, вот уже вот сколько. 50 лет. 50 лет. Временные бараки стоят до сих пор. Кроме тех, что сгорели. Деревянные конструкции со старой проводкой вспыхивают, как спички. Сгорают быстро и до основания. Почти на каждой улице можно найти обугленные фундаменты. И почти всегда не обходится без жертв. А много сгорело за эти годы домов? Вот сгорел. Кто-то погиб? Да. А почему погибли? Там дети вроде бы остались. Мать. То ли спали, то ли это. Некоторые из живущих здесь безрезультатно пытаются продать квартиры. Объявления плотным слоем покрывают стены домов. Другие смирились и своими силами вот уже 50 лет достраивают и перестраивают свое временное жилье. Дарья Соловьева. Настоящее время. Азия. Власти таджикского города Куляб решили жилищный вопрос бездомных. Их расселили в незаконно построенных мечетях. Как отнеслись местные жители к новым соседям и необычному решению городской администрации, в репортаже радио Озоди. Власти Куляба передали 7 незаконно построенных мусульманских культовых сооружений под жилье бездомным жителям. По официальным данным, в этом городе всего выявлено 54 незаконные мечети. Некоторые из них уже заселены бездомными семьями, либо преобразованы в места культуры и отдыха. 45-летняя Савсан Джонова вместе со своим сыном уже 3-й месяц проживает в новом доме, бывшей мечети в Махале Хатиро города Куляба. В беседе с радио Зоди 20 апреля она рассказала, что в течение 6 лет ютилась в тесной комнатке в здании Кулябского офиса Компартии. Там выдала замуж свою дочь, а сейчас рада, что у нее наконец-то появилась собственная крыша над головой. Я очень благодарна властям за это. 15 лет назад я развелась с мужем, осталась с 2 детьми на руках. Никто из родственников не принял меня. Я неоднократно обращалась и к властям, и в парламент, чтобы выделили мне хоть какое-то жилье. Здание, которое стало новым домом для Савсан Джоновой, было построено пару лет назад жителями Махалли Хатиро для совершения намозов. Однако жители, построившие это молельное место, утверждают, что изначально оно предназначалось для отправления молитв и проживать здесь непозволительно. По словам нынешней обитательницы этого здания, Савсан Джоновой, местные жители встретили ее недружелюбно и обходят новый дом стороной. Однажды даже назвали ее фашистом. На некоторых соседей я пожаловалась в прокуратуру. То они отключают мне электричество, то намеренно создают другие проблемы. Кинджаму Маджидова, заместитель председателя города Куляба, комментируя эту историю, сообщила радио Зоди, что прежде чем заселить Джонову в бывшую мечеть, она поговорила с жителями Махалли. Сначала мы думали заселить в бывшую мечеть кого-то из знакомых этих жителей, кто не имеет своего угла. Мы также предложили создать на этом месте спортивный зал, но они сразу отрезали, мол, разве мечеть место для игр? После этого мы вместе с сотрудниками правоохранительных органов заселили туда эту женщину, Савсан Джонову. А теперь, видите ли, жители хотят заполучить обратно здание бывшей мечети. Но документы-то уже оформлены на Джонову. Шарифхон Талабов, председатель Махалли Хатиро, говорит, что с решением заселить Савсан Джонову в здании бывшего молельного дома не согласна лишь небольшая группа местных жителей. Однако остальные не возражают против такого решения. Это не первый опыт в Кулябской группе районов, когда бывшие мечети передают нуждающимся в жилье людям. В прошлом году в Ховалинском районе также под жилье были переданы 5 незаконно построенных мечетей. В Приморье прошел этап всемирно известных гонок по бездорожью Rainforest Challenge. Российские экипажи уже традиционно являются фаворитами международных соревнований. С чего начинается их путь к победе, расскажет Екатерина Пономарева. Сухим из этой гонки не выбраться, не то что участникам, даже зрителям. Впрочем, на эту трассу и выходят, чтобы помесить грязь и колесами, и ногами, и руками.
Грязи много, веселья много, бактерий счастья в грязи тоже много. Все так динамично все происходит, то есть работает команда и экипаж. Штурман и пилот принимают участие. Гонка Rainforest Challenge под Уссурийском – это этап легендарной международной гонки по бездорожью. Она ежегодно проходит в Малайзии, в джунглях, в Приморье же в лесу. Здесь вырыли несколько секций коротких дистанций с препятствиями. Автоэкипажам из пилота и штурмана нужно где-то проехать, где-то проплыть их на скорость, не нарушая границ участка. Он мне как реальный штурман говорит, куда ехать, потому что у пилота как, глаза в кучу, ты газуешь и едешь вперед, и у тебя как бы сужается немножко это мировоззрение, восприятие, ты смотришь только вперед, он мне кричит: поворот, поворот, я раз переключаю, точно, поворот, притормаживаю, разворачиваюсь и едем дальше. Машины здесь делят на 3 категории. Первая – это вполне себе простые авто, на которых утром на работу, вечером в магазин. Но чтобы покорить эту дистанцию, на них вешают лебедку. Колесами подрабатывай, доскол. Вторая – это тоже обычные машины, только облегченной конструкции. Все ненужные детали выкинули, оставили только все необходимое. Лебедка, шноркель, и все, облегчение веса. Ну и третья категория – это самодельные так называемые прототипы авто. Никита Неупокоев уже 10-й год в свободное от работы время месит грязь в приморских лесах. На его хобби в семейном бюджете уже давно заведена отдельная статья. Сегодня он обкатывает свой новый автомобиль. 3-й самодел в жизни. Здесь, не говорят, собрал, только построил. Практически из ничего, по собственным чертежам. Снова взяты трубы и американский двигатель с корвета. 6 литров бензин. Хороший, мощный двигатель. Главное, чтобы конструкция была легкой. Тогда машина сможет взять грязевые курганы и проплыть по лужам. Что покорить трассу можно силой на привычном для российского бездорожья УАЗике, это только кажется. Отечественный автопром сдается на первом же ухабе. Победители этого этапа отправятся в конце года в Малайзию бороться за звание королей бездорожья. Здесь шутят, русские не останутся на знаменитой трассе без призов еще и потому, что тренируются каждый день. Дороги в стране, особенно весной, то еще бездорожье. Екатерина Пономарева, «Настоящего времени». Французский Человек-паук покорил самое высокое здание казахстанской Алма-Аты. Скалолаз Ален Робер совершил восхождение на 38-этажную башню Есентай Тауэр, высота которой 168 метров. По условию организаторов Робер должен был использовать страховку, чего он обычно не делает. Но зрелище от этого не стало менее впечатляющим. Французский Человек-паук покорил самое высокое здание Казахстана. В Алма-Ате Ален Робер взобрался на Essential Tower высотой 168 метров. Как правило, Робер не пользуется никаким дополнительным оборудованием. Но в Казахстане организаторы восхождения настояли на страховке. Взбираться Человеку-пауку приходилось по гладкой зеркальной поверхности. Опасность представлял и сильный ветер. Но, несмотря на сложности, 53-летний альпинист добрался до крыши здания всего за 1 час и 7 минут. Это стало его первым восхождением в Средней Азии. До этого Робер покорял башню Петронас Куала-Лумпур, Бурдж-Халифа в Дубае, здание МГУ в Москве и другие известные небоскребы по всему миру. Я ценю, что меня пригласили в Казахстан. Все были со мной очень милы. К тому же мне очень понравились пейзажи, прекрасные горы, которые я могу видеть из своего отеля. За его восхождением в Алма-Ате наблюдали около 2000 собравшихся. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.